Друзья, мы находимся в селе Адав-Тулумбай Буинского района Республики Татарстан. Здесь находится могила известного религиозного деятеля, проповедника Ахмар Ишана Юнуса. Этот человек жил 250 лет назад, и здесь он жил, работал, проповедовал ислам, имел большое мадресе и множество учеников. Вы знаете, по истории татар, после завоевания Казанского ханства 1552 года 250 лет шло насильное крещение татар. И все мечети, мадресе были разрушены. И в этот период мало было религиозных кадров, которые хорошо понимали ислам. И в этих тяжелых условиях народ очень много поднимал восстаний, много было всяких войн. И один из них, последних, был это Пугачевское восстание и восстание имама Батырши. И после которой императрица Екатерина II приняла решение, что разрешить татарам спокойно исповедовать ислам. И после этого разрешила она строить мечети, мадресе, открылось духовное управление мусульман, и народ успокоился, и постепенно жизнь такая наладилась, мирная жизнь наладилась. И в этот период один из первых учеников, который отправился учиться и стал таким известным религиозным деятелем, был Ахмар Ишан. Этот человек, он родился в этом селе Адав-Тулумбай, и один купец профинансировал его, и он вместе с другими своими друзьями поехал сперва в Оренбургскую область, село Каргалы, татарское село. Там он получал религиозные знания, а после уже отправился в Бухару, и где около 10 лет он учился. Там он получил очень глубокие религиозные знания, и также совершенствовался в тарикате, суфизме и достиг таких духовных степеней. Вернулся уже на родину, он будучи духовным наставником. Приехав сюда на родину, он открыл мадресе, обучал шакирдов и просвещал население, воспитывал их. Также занимался духовным целительством, лечил очень многих людей. И множество легенд, историй, таких необычных свойствах о нем рассказывается и до сих пор население. И он сам родился в 1763 году, умер в 1819 году. И до сих пор, уже сколько лет прошло, народ его помнит, почитает, в своих молитвах его поминает. И рядом с этим благородным, приближенным к Аллаху человека принимаются молитвы. И до сих пор дорога, тропа не обросшая, народ ходит, этого человека вспоминает. Недавно был реконструкция его могилы, был построен небольшой такой мавзолей, облагорожена его могила, и выпущена книга, и даже провели конференцию, посвященную Ахмар Ишану. Приезжайте вы тоже к этому месту силы и просите у Аллаха о исполнении своих мечт. Счастья вам!